Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. Главные события среды. Триумфальное возвращение чемпиона. Хамзат доказал, что не только СЕ, мы боремся, но что и на других аренах мы можем выиграть пояса и стать чемпионами. Глава региона лично встретил Хамзата Чимаева в аэропорту. Контроль за ходом строительства. Рамзан Кадыров провел плановую инспекцию строительных объектов. Важная веха. В Веденском районе состоялось открытие моста после реконструкции. Рамзан Кадыров провел инспекцию ряда важных строительных объектов Грозного. Глава лично оценил темпы и качество проводимых работ, начав без правительственного комплекса. Завершилась поездка посещением моста по улице Ленинградская. О том, как ведется строительство, репортажи Лейлы Муртазовой. Рамзан Кадыров в компании мэра столицы и первого вице-премьера министра автомобильных дорог выехал к строительным объектам столицы. По дороге в новый правительственный комплекс градоначальник рассказывает о процессе преобразования одной из главных магистралей региона. Непосредственно расширить пешбор. Ца программе обаче. Ради поваживания. Это полный был пешбор, по графику обошку. До конца года полный кичер до барташеш. Это круговой тираж, хахизация выше, прямой тик шубов, 4-полосный дорогу уже добер бушев. Обканованный вабилор. Ожим зален полный стеклокомпозит элатин булыш. Уже на месте возведения нового конгресс-холла руководитель субъекта внимательно наблюдает за ходом работ. Объект имеет 2 огромных зала с вместительностью от 5 до 6 тысяч человек одновременно, которые будут соответствовать всем международным требованиям. По словам мэра столицы, все условия для сдачи объектов в установленные сроки имеются. Малый конгресс-холл, данного чабилш вишбуйшта гэр ёхзалю по аршине 42 тысяч квадратов. То буахтан полностью подземное помещение шоше. Ёхты мероприятия, то, что региональном уровне российский регион шалается, за границей бэканмел, ёх любой БРИКС, когда мероприятия шире. Ёхты зал шош одновременно 5 тысяч чутор луроша. Сейчас аналог Россия учит, шайк современный, шайк лишил оборудование из-за шайк заказать инаю. Процентов 50 оборудование шуша хакуёшу. То лаши хилди что ли эчка из-за работы вообще там рассадёшись. Хари право и ёхсалю из металлоконструкции собрать был луж. Двухэтажный. Подземный чунцы трехэтажный. Ёх квадратный, целых дом вандичи 16-20 этажей, доме 15 тысяч квадрат, 10 тысяч шел 20 тысяч максимум. Поверхность 42 тысяч квадратов. Что вы лелак отборож? Это легкость. Yok güzel doğru. Уже там больше мероприятий шумит. Чему Эллен тоже, лишь для первого шага миллион плюс. Dal hastası olan. Diğer çok hoş.
После Рамзан Кадыров отправился к строящемуся новому комплексу правительственных зданий региона. Специалисты трудятся активными темпами, проводятся внутренние отделочные работы. Одновременно налаживаются инженерные сети и остальные коммуникации. Ведется и благоустройство территории. Инспекция получилась максимально детальной. Руководитель субъекта лично проверил каждый этаж правительственного комплекса, оценил выполненные работы, интересовался всеми нюансами. Ja, is dan ook georganiseerd ja. Er nog alle stom probleem zal. Dat zeker de beeld lekker, wat hij nog alweer stuk zal. Ja, nog wel hoor. Oh, het vol die naar buiten. Ja, nou, weer kan hij nog wel eens staan. Zo, ik ben hier. Schön. Check it out. Zwei Etagen Heisel, Schusche, Hero, Camera, Helm, Schusche, Ochtliedje. Salam alaikum. Ja, maar wel de eerste modus. Daar het toch wel. Maar deze bolen, daar heeft hij nou. Salam alaikum. Oh, Charlie, ja, nee, ik heb het niet. Правительство, администрация, министерство, что-то рода, подземный работница. Salam alaikum. Проект объединяет современные архитектурные решения с элементами национального стиля. Площадь превышает 200 гектаров. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, а специалисты подключают системы электроснабжения и связи. На месте работает большое количество бригад. В ближайшее время они завершат монтаж всех инженерных сетей. Далее Хасмагомед Кадыров отчитался о работах по обновлению центральных транспортных артерий города в районе Минутка. Инспекционная поездка завершилась в поселке имени Шаипа Муллы. Здесь ведется реконструкция через реку Сунджа по улице Ленинградская. Я был рад, что даже модерия. Пошли веточный дом. Это. Я слушаю. Hier staan we. Samen met de buurt, hier samen met Tsjechië lopen. Tegen dat is het hier zo. Om je staan. Hadden ze niet hier zo. Благодаря политике региональных властей республика развивается во всех направлениях. Объявленный Рамзаном Кадыровым год города Грозного и нового района имени Владимира Путина изменил столицу до неузнаваемости. Стоит отметить, что планируется сдать большинство строительных площадок ко дню города. Лейла Муртазова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Глава республики лично встретил в аэропорту нового чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева. Спортсмен триумфально вернулся на родину после громкой победы. Он завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дю Плесси в главном событии UFC 319. Но как встречали чемпиона, смотрите в сюжете Ахмеда Рамазанова. В аэропорту Грозного собралось большое количество людей, чтобы встретить первого представителя Чеченской Республики, завоевавшего пояс чемпиона в среднем весе Хамзата Чимаева. Этот день стал очередной страницей триумфа в истории спорта региона. Под ярким солнцем родного края на взлетно-посадочную полосу аэропорта Грозный приземлился лайнер, доставивший домой самого обсуждаемого бойца планеты, непобежденного Хамзата Чимаева. Поприветствовать чемпиона приехал глава Чеченской Республики, который не скрывал радость за его достижение. Хамзат Чимаев торжественно вручил пояс чемпиона Рамзану Кадырову, который с гордостью берет в руки и показывает собравшимся.
Виновника торжества встречают под бурные овации и традиционным танцем Чеченской Республики. Рамзан Кадыров рассказал, какой путь прошел Хамзат, и только благодаря самоотдаче смог достичь таких успехов. Глава поделился, что все время боя молился за него, и теперь с удовольствием смотрит на его триумф. Ну, мы давно шли этому, да, не так давно, как, скажем, да, другие спортсмены, да, он за короткое время забрал пояс, и мы доказали, что Ахмат — это сила, наш клуб на высоком уровне выступает, да, этим мы благодарны, да, Хамзату Чимаеву, поэтому я очень горд и счастлив, что Хамзат доказал, что не только ACA, да, мы боремся, да, что и на других аренах мы можем выиграть пояса и стать чемпионами. Рамзан Ахматович, вы еще 5 лет назад, по-моему, это даже во время пандемии было, прямо уверенно заявили о том, что Хамзат станет чемпионом UFC. Вот сейчас, на днях, наблюдая за его боем, насколько уверены вы были в его победе? Ну, я на 100% был уверен, никогда не сомневался, да, я до конца, да, не смотрел, я глаза закрывал и молился, да, чтобы у него все получилось, да. И когда, да, подняли руку, только тогда мог там молитву остановить, да, так молился Хамзат, и гордостью наблюдал, как он его там, как ребенка, да, он расчетывал энергию, да. Хамзат отметил, что благодаря постоянной поддержке главы региона он достиг таких результатов и безмерно благодарен Рамзану Кадырову за внимание ко всем чеченским спортсменам. Хамзат, расскажи, пожалуйста, как ты чувствовал поддержку главы региона? Помогла она тебе? Конечно, помогла. Всегда помогал. И, как я после боя сказал, я сам в себя не верил. И когда я сломался, он меня вернул и сказал, если ты будешь тренироваться, и ты станешь чемпионом. И как он сказал, он меня вернул в этот спорт, и я стал чемпионом. Альхамдулилlah, благодарю его за это. И он не только меня, наш весь регион поддерживает, и нигде в мире нету такой поддержки, как у нас. Хамзат, и буквально 2 слова про будущее. Какие планы на будущее, дальше в карьере? Будущие планы, как наш шеф скажет, так и будет. Ахмат! Рамзан Кадыров подчеркнул, что Хамзат Чимаев является примером для подрастающего поколения. Благодаря ему многие стали активно заниматься спортом, в том числе и он сам. Для поколения это пример, да, что если ты будешь трудиться, то что ты добьешься результатов, да, которые ты стремишься. Да. И Хамзат доказал, что реально возможно это, да, он не просто завоевал пояс, он очень много трудился, он этому шел, да, с уверенностью, поэтому для нас это большое значимое, да, не только что UFC у нас мы забрали пояс, а для того, чтобы показать всему миру, что Хамзат, да, он действительно может 5 раундов бой провести, и 3 раунда, и 1 раунд. И это, да, для нас большой стимул, да, для молодежи, для меня тоже. Я после Хамзата уже начал тренироваться. Я давно, да, бросил спорт, и не так тренировался, только ходьбой. Там. И сейчас я начал, да, активно заниматься, да, после того, как Хамзат выиграл. Глава региона вручил герою сегодняшнего праздника новую машину за высокие достижения в мировом спорте. Победа Чимаева стала подарком для всего чеченского народа, которые, затаив дыхание, следили за его победными шагами, прославляющие регион. Джодик Дорцун, первый метик яхт. Чемпион Хлеб Перу, Чеченской Республики. Талтия Беркет Юльцун. Талтал бой. Чемпион, алхамдулилlah, бок чой, вахкам бой вайн. Да мула. И духана кроватки, да кафе духа да мула. Хамзат Чимаев выступает в ведущей бойцовской лиге с 2020 года. Провел 9 боев, и большинство из них завершил досрочно. В крайнем бою, который прошел в минувшие выходные, он встретился с тогдашним чемпионом из Южной Африки Дрикусом Дюплеси. В лучшем для себя стиле показал агрессивную борьбу, но каждый шаг, каждое движение было продумано на несколько ходов вперед. Все 5 раундов чеченский боец наносил удары, не давая сопернику и шанса. В этом поединке он установил рекорд – 529 акцентированных ударов за бой, чем шокировал весь бойцовский мир.
Итог. Хамзат Чимаев уже ушел в историю смешанных единоборств, устанавливая рекорд за рекордом. На данный момент он занимает 4-ю строчку лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Но боец не собирается останавливаться на достигнутом и планирует стать чемпионом в 3 весовых категориях. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина дан старт 11-му открытому чемпионату по тактической стрельбе. Это престижное событие, которое собирает на своей уникальной учебной базе лучших специалистов из силовых структур и военных ведомств. Соревнования здесь – это не только спортивная борьба, но и обмен опытом, а также демонстрация высочайших стандартов подготовки. С места событий Лейла Муртазова. На плацу построились инструкторский состав и бойцы силовых и правоохранительных подразделений. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина стартовал 12-й открытый чемпионат по тактической стрельбе. Турнир был посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Хочу выразить благодарность нашим бойцам. Несмотря на сложный период службы и важные задачи в зоне СВО, вы нашли время приехать на чемпионат. Это показывает вашу стойкость и преданность делу. Мы подготовили для вас уникальные упражнения, которые могут получить ценный опыт, проверить подготовку и выявить лучших из лучших. В этом году участие в нем принимают 43 команды, в числе которых бойцы не только из нашего региона, но и других субъектов России и Ближнего Востока. Организаторами выступает Российский университет спецназа, который традиционно проводит соревнования на высоком уровне, и нынешний турнир не стал исключением. Все было подготовлено профессионально и тщательно. Каждый год мы меняем упражнения, за исключением наших постоянных упражнений: биатлон, железный человек. Даже в президентском забеге немножечко мы меняем направление, маршруты, обстановку, и бесшенное оборудование, соответственно, тоже стоит в разных местах. Мы всегда стараемся взять опыт наших силовых подразделений, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, контртеррористической операции на территории нашей страны. И этот опыт перекладываем на упражнения. День открытия состязания участники проходят 5 упражнений. Стартовали они с биатлона. Проверка силы и выносливости. Каждое испытание отличалось своей сложностью. Командам предстояло преодолеть водные преграды, показать мастерство в стрельбе, а также бегали, проходя сложные элементы, проверяющие ловкость. Весь процесс строго контролировался судьями РУС. Усман Джабраилов представляет команду специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он принимает участие в соревнованиях уже 11 лет и хорошо знает, сколько сил надо приложить, чтобы всегда быть в форме и держать высокую планку. Но в учебном центре его профессиональные навыки всегда совершенствуются благодаря инструкторам и постоянной подготовке. Каждое упражнение перед на биатлон, головой биатлон, балагаш, угар хални гүйдэж халүй. وخلص من ضايد بيشالو سكا. ده حدارس على درسون وبتشان. بيبويم وي. كيتش خلشتو بيباندوش. تمنا قيتنا مسؤاو. Да инструкторшна дерес хол. Чодик инструкторш бу. Бойцы проходили упражнения на разных локациях, и каждая площадка была полностью подготовлена и оборудована для участников. На базе Российского университета спецназа соревнования – это проверка на характер и силу духа каждого бойца. Участники проживают мощные эмоции, напряжение, решимость и азарт. Они преодолевают препятствия с полной отдачей. Гости из зарубежья были впечатлены масштабом центра и его оснащением, отметив, что условия для проведения соревнований соответствуют самым высоким стандартам. Хотим выразить благодарность всем тем, кто прислал нам приглашение, обратив на нас внимание, особенно на нашу страну Кувейта. Мы представляем нашу страну здесь на участии и находясь здесь на территории Чеченской Республики. Благодарим всех, кто занимается вместе с нами с этими упражнениями. И эти упражнения, состязания, которые проходят упражнения, они идеальны, они очень привлекательны. Огромное спасибо самому народу Чеченской Республики и вашему президенту
Рамзану Кадырову. Напомним, что чемпионат проводится ежегодно и продлится 4 дня, где участники смогут испытать себя в разных условиях. Лейла Муртазова, Мусор Хаджиев, Магомед Параханов при поддержке прессы Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Вести, Чеченская Республика. В Веденском районе после реконструкции открыли автомобильный мост. Обновленный объект не только повышает безопасность дорожного движения, но и дает новый импульс для развития всего района, улучшая транспортную связность между населенными пунктами. Репортаж Турпала Тайсумова. Капитальный ремонт моста на 4-м километре подъезда от автодороги Грозный-Ведено, граница Дагестана к селу Элистанжи, проходил в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы были начаты в апреле этого года и закончены досрочно. На открытии побывали почетные гости. Первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог субъекта Иса Тумхаджиев выразил слова восхищения за оперативность работ и поблагодарил за поддержку руководства региона. Рабочие постарались, чтобы этот подарок был сделан к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После капитального ремонта 23 августа Way Pach federальный центр цун поддержку андош войн особо дона билгал дахулдара по региональных кич республик шабочки парха эту бол харул кшдон более эту халга бол цун поддержку андош дон войн дал дуа войла Ахмад Ажиния дал мухтарам гуш бу исцил хаздон вой республика مثلا ها نوخشي قوم داخل تادل حبوش بو цун дал газот обулдой дал мухтарам ها Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики Данилбек Абдулазизов поздравил собравшихся с открытием сооружения, которое достаточно просторное для свободного движения без риска, а расположено оно на реке Аржи-Ахк. دقا دور دوتش ديت دقمشتو حلق خلاك وين خوشتو تندالي وقور حلها ويباتشان رمزان حجين بارك الله وردوسون عيسى اش بين بولنيقش مصومات داعي بيرتيل Дорожная категория 4. Длина моста 19 метров, ширина около 15, протяженность мостового перехода 400 метров. Все эти цифры придают уверенность в том, что сооружение прослужит водителям безопасностью и удобством. دو حيوك شغلش إن شكر داء بركر على ويخوش صخيلشي أعدال شكر دين شير خير دال مراح نخشي خلق دريجي ومحك دينا بركر أورش دو تو بيشغل بوش قيم شتاح تو نيق تاء أخوي دحل بتشح نيق تاء عن حدو وش دو دال مراح. После совершения дуа красная лента перерезана совместно с представителями Совета старейшин Веденского муниципального района. Гости развернули знак, дающий право передвижения. Еще один качественный объект введен в эксплуатацию. Благодаря поддержке Рамзана Ахматовича стало возможным строительство самого моста. Инициативы, направленные на улучшение условий жизни и в районе, и в республике, конечно, именно благодаря его работе с федеральным центром. И вкупе вот эта работа с федеральным центром, она позволяет нам открывать такие подобные объекты. Автолюбители поделились первыми впечатлениями от поездки через него. А ведь недавно приходилось иметь трудности, чтобы доехать от точки А в точку Б. Безопасность соблюдать, мусуа ورتاي شو перелег мусума شو دكدين تايدو ديل انخيتم تدون حل خزنيخ سن شو عند قستن شو نوقر لو يشدر طهرت اي ديل انخيتم سينت بديوم دعيال ريح بوروت دعيال ريح مусуа ورتو бош نستلختار ديل انخيتم ديل رئيس خلال مسانا. Как сообщили работавшие инженеры, водоотводящая система сделана так, что даже при максимальных осадках проблем с передвижением не будет. Надежность и долговечность гарантирована. Мост однопролетный и сыграет важную роль в транспортной системе района.
Теоретически здесь мог бы проехать даже карьерный самосвал. Но поскольку на дорогах общего пользования они не используются, то водители всех остальных транспортных средств могут быть абсолютно спокойны. Турпал Лолита Исумов и Алисхан Кацулов. Вести. Чеченская Республика. По инициативе сенатора, заместителя председателя Комитета Российской Федерации по социальной политике Мухаммада Ахмадова организованы соревнования по картингу на картодроме Форт Грозный. Они были приурочены ко дню рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, для детей, участников специальной военной операции, сотрудников Социального фонда России по субъекту. Волонтерами в организации выступили молодежный совет и пресс-служба Социального фонда России по субъекту. Яркое событие оставили приятное впечатление для детей и их родителей. В машинках каждому ребенку было весело, ощущения непередаваемые. А возможно, кто-то из них после такого полюбит и сам автоспорт. Волонтерами организации мероприятия выступили молодежный совет и пресс-служба отделения СФР по Чеченской Республике. Яркое событие зарядило детей положительными эмоциями и вдохновило на постоянное участие в спортивных соревнованиях. Война Дагара, Дерез Хил Ал-Вардара, Хара Акциин Чайна, Аха Вая Кюгл Хочуна, Рамза Ахматовична, Дерез Хилшон. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем аккаунте в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.